Немножко тайга шумит сегодня. Да и ночью уже ветер поднялся. Южный ветер. Туланчик. Туланы, подъем. Кончай ночевать, вставай, пришел. Всем привет, ребят. Очередной выход в тайгу. Сегодня 17 октября, уже 17 октября. Смотрите, снега вообще ни одного снежка еще не выпало. Странная погода совсем. Сейчас уже должно вот так снег лежать. А до сих пор еще таких нормальных заморозков нет. Ну что сказать, ребят. Сегодня хочу... Да не хочу, а уже снимаю на Panasonic 260. Решил так сегодня поснимать. Давно уже на эту камеру ничего не снимал. Так что давайте сходим в тайгу очередной раз. Побродим. Посмотрим, какая будет охота. Ну, пока дождя нету, хорошо. Ветерок. Ладно, давайте не будем тянуть время. И сходим. Туланы. Пошли. Стою на вырубке. Остываю. Ну, прошел больше 2 километров. Вообще никого нету. Ни взлета, ничего. Тут будет ручей. Сейчас перейду ручей, и там старые вырубки. Я думал, здесь всю тайгу вырубили, ничего не тронули. Все как было, так и стоит. Это отлично. А там тоже делянки. В прошлом году отводили. По пути я буду снимать, показывать. Ну или если не вырублено, просто расскажу еще. В основном на южнее там все вырубки. Но тут должны быть тоже. Вот за этим ручьем уже делянки были отведены. Только начал переходить ручей, я уже вижу изменения тайги. Там поле, ребят. Да. Эту делянку стороной не обошли, короче. Да. Никакой радости. Пни, смотрите, какие высокие. Хорвастеров. Дров сколько. Ебать. Это да. Хорвастером вырубают так тайгу. Ну и смотрите, сколько дров остается. Какая большая делянка была. Скосили. Я не знаю, кого он лает. Не вижу. Там, ребят, не птица, там какой-то зверь. Или куница, или... Хорканье я услышал.
пока не вижу. Вон, наверное. Так. Так, сейчас надо определиться. Куница, ребят. У меня лицензия есть на куницу. Собаку, в принципе, тоже немножко надо на куницу. Да, это куница, ребят. Блядь, завис, нахуй. Упал. Первая куница у тулана. Ну вот, ребят, поспать. Вен. Ну вот, ребят, первая добыча на сегодня. Это куница. Куница уже как бы поспела. Она уже как бы после покрова можно ее добывать. Все легально. Я оплачивал куницу. Есть лицензия на добычу этого зверька. Лицензия стоит 60 рублей. Вот. Тулан первый раз отработал куницу. И надо добыть. Все, успокойтесь. Он как бы хорошо, что не порвал ничего, но, конечно, когда он схватит зверя или птицу, очень тяжело отнимать. Вот. Но все, успокойтесь. Стрелял из мелкашки, расстояние было примерно 25 метров, в голову целился, хорошее попадание. Так что с добычей нас. Да, еще хочу добавить, мы добыли куницу и спасли много выводков боровой птицы, потому что он очень активно, он хищник, куница, и очень активно он, как сказать, дербанит, так скажем, выводки, вот эти гнезда у боровой птицы, также белок, также зайцев, очень много он убивает. Вот такой у меня бездельник, молодец, отработал куницу. Я очень счастлив, что у меня есть такая собака. Настоящая собака, вот, которая рабочая собака. Но все, успокойтесь, подкрадывается. Блин, зарядка у меня разряжается. Снова кого-то ловит. Недалеко. Вторая куница, ребят, смотрите. Где она? Где он залезла? Вон она. Этот поменьше.
что, будем стрелять. Но уже съемку не буду показывать, как это будет. Ну вот, ребят, добыл я второго. Вон он. Точно в голову. Одним выстрелом. Но вообще рядом был. Из-под дерева выстрелил. Все, я лицензии закрыл на куницу. Больше у меня лицензии нету. Именно, если я могу сейчас в райцентр поехать и снова доплатить, и чтобы дальше продолжать охотиться на куницу, там надо уже доплачивать. Вот. Я что оплатил, все уже истратил свою лицензию. Так что если сейчас тулан облает, я уже стрелять не стану. Вот так и дело. Ну, 2 куницы хорошо. Даже удачно. Не мелкий котяра вон. Смотрите. Давно уже куниц не добывал. Тулан молодец. Нашел, облаял. Тула, лакола, ла. Весь в крови уже. Все, привык уже к работе куницы. Я не ожидал. Но все получилось у нас. Спасибо, тайга, что нам дала очередного зверька. А буровой птицы, к сожалению, нет. Вышел на времянку. Это дорога, времянка, зимник. Вот так сейчас все делают. Поднимают землю, настил такой. Думаю, идти легче будет. Следы медведя вон тут. Старые следы. Вон он ходил. Да, Мишка тут бродил. Не раз даже прошел. Солнце выглядывает. Такой пруток. Ну, где-то с полкилометра, наверное. Ягодливые места пойдут. Потом опять болото. Пока впустую идем, после куницы. Одного рябчика, точно одного рябчика видел. Прямо возле дороги, там недалеко был. Взлетел. Ну и все. Больше. Даже я надеялся, очень надеялся, что здесь я увижу косачей. К сожалению, нет вообще. Ну по такому месту просто рай ходить. Старая вырубка. Это, наверное, лесопунтовская еще. А может и не знаю. Но подсад хороший уже вышел. Что-то все время стороной я обходил этот пруток. Где-то слева ходил. Справа тоже. Там дорога будет. А вот сейчас попал. Но вот кто охотник, должен понимать, что в таких местах косачи должны быть. Просто они любят такие места, старые вырубки. Сосновый лес. Интересно. Брусника уже выпадает. До такой степени она уже, как сказать, спелая. Совсем спелая. Прям отходит аж кустики. Сами выпадают. Но они сейчас сладкие. Ужас как. Ужас, действительно ужас. Вот это наслаждение, такой кустик нашел возле муравейника. На бруснику очень мало. Вот сколько я хожу, вот первый раз с удовольствием нашел я этот кустик, я до последней ягоды съем это все. Сейчас я выключу камеру и буду просто наслаждаться и отдыхать.
потому что она очень вкусная, и их, к сожалению, в этих местах очень мало. У нас, ребят, был перекур, чаепитие. Выпил чай, снял шкуру у куниц. Как бы надоело лишний груз тащить. Идти еще очень много нам. Потерял полчаса, но зато уже рюкзак стал легче. На килограмма 3 минимум. Потому что, блин, туша у куницы, как ни странно, очень тяжелая тоже. Вот, тулан рядом, потому что никого нету. Да и кругом болото здесь, что с правой стороны, что слева. Вон, везде. Сейчас стану на просеку. Немножко буду идти по просеке, потом уже все время по навигатору придется идти. Лафа заканчивается. Потом начнется такая неприятная картина снова. Сырость, джунгли, заросли, кустарники и все это перемешку. Буду так тоже напрямик. Блин, тулан. Буду напрямик идти в сторону избы. Все, сюда тоже уже в будущем году точно не приду. Я сейчас 100% убедился, что здесь ни хрена дичи. Каждый год пустой. Бывает там косачей вижу, но в этом году вообще и даже косачей нету, и ничего. А про глухарей даже и разговора нет. Ну так, контрольно прошелся, контрольно вот так. Ну, на пару лет так присматриваюсь. И в этом году уже в 2 местах убедился 100%, что дичи вообще нет. Ну просто им не нравится тут находиться. Что-то им не по душе. Может, кормовая база не такая, может еще какая-то вот открытое место, может. Елок мало. Они тоже стараются в еловых местах быть, где елок очень много. Перемешку. Блин, тулан достал. Сышь, блядь, через каждые 5 метров. Как и звери, как и птицы, в елке спрятаться им легче от опасности. Птицы очень много страдают от этих, как же, конюхи эти, блин, соколы всяко разные. Вот. Ну, примерно так, ребят. Я, конечно, все время как-то надеюсь, что вот здесь кого-то увижу. Да ни хрена. Все, шабаш. Это хорошо, что в этом году тут воды мало. Бывает по колено воды, еще тут ходишь, блин. Взлетел. Тулан даже и не услышал. Тут какая-то... Фу, блядь, так и не понял. Может, олень пробежал или же звук крыльев услышал. Сейчас зайду, проверю. Тулан-то сейчас придет. Он тоже не упустит этот шанс. Он просто сейчас после чаепития еще... Да и сколько прошли мы в пустоту. Ладно. Это тетерки. Это тетерки. Но я-то думал, тут
покрупнее они. Эти тетерки были косачи. Пару штук, наверное. Может, десяток. Там кругом болото. Глянем, посмотрим. Хитрые птицы, блин. Очень осторожные.